Здравствуйте! Привет! Сегодня мы прочитаем абхазскую народную сказку «Богач и пастушок». В одном селе жил безжалостный, скупой богач. У него было большое стадо овец и коз. Из скаредности он держал только одного пастуха, обременяя его непосильной работой. Когда же наступал срок расплаты, богач обвинял пастуха в том, что он, не доглядев за стадом, причинил ему убыток, выгонял его, ничего не заплатив, и нанимал другого. Вот однажды богач выгнал одного пастуха и стал подыскивать другого. Искал, но никто больше не хотел у него работать. Тогда он нашел безродного мальчика-сироту и взял его в пастухи сроком на 5 лет. За это богач обещал ему дать 5 коз с приплодом. Когда мальчик стал пасти стадо, тогда мальчик стал пасти стадо с большим усердием. Трудно ему приходилось, но он терпеливо переносил все невзгоды. Жил он на лугу, где паслось стадо, в шалаше у озера. Время шло, и 5-й год был уже на исходе. Однажды, когда стадо отдыхало, и пастух сидел, задумавшись на берегу озера, к нему подошел старик с длинной седой бородой, по которой стекали капли влаги. Капали прямо с бороды. Кап, 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 кап. Он поздоровался и, помолчав, сказал: «Надоела мне вода. Очень захотелось молочка. Не угостишь ли меня?» «Уважаемый старец, — отозвался пастушок, — хозяин держит на учете все молоко, и я не хочу его обманывать. Но позвольте вас угостить моей долей. Она скромна, зато я могу вам предложить ее от чистого сердца». Старик выпил молоко, похвалил, поблагодарил пастушка и исчез в вывовых зарослях. Вот закончился срок службы пастушка. Ночью пастушку приснился странный сон. Как будто стадо его пасется на дне озера. И он там же, при нем. Когда стало вечереть, скотина потянулась к берегу, а он никак не мог выплыть. Да, еще там были волны. да. Тут показался старец, которого он гостил молоком, и что-то крякнул козлу, вожаку стада. Козел вернулся, зацепил мальчика за пояс рогами и потащил за собой на сушу. Стадо собралось, и 2 сторожевые собаки приветствовали пастушка радостным лаем. От этого лая он и проснулся. Солнце уже поднялось, козы и овцы блеяли, напоминая, что их пора доить. Мальчик долго не мог прийти в себя и занялся обычным делом. Наступил последний день службы по договору с богачом, и пастушок стал у него просить обещанных 5 коз с приплодом. Но тот и не собирался выполнить договор. Он накричал на пастушка. Сказал, что за это время от плохого ухода шерсть у овец поредела. Козы стали давать меньше молока, и приплод скота убавился. Пусть пастушок убирается по добру, по здорову, куда хочет, пока он не побил его. Что оставалось делать бедняге? Он завязал свои жалкие пожитки в узелок, повесил его на пастуший посох, перекинул за плечо и, чуть не плача, покинул свой шалаш. А богач злобно смотрел ему вслед. Уходя, пастушок заметил, что какой-то козленок отбился от стада, которое уже двинулось к озеру. Козленочек, блея, подбежал к пастушку и стал лбом тереться о его колено.
тут мальчик не выдержал и бросился к богачу. «Отдай мне хоть этого козленка!» Богач, торопясь нагнать стадо, плюнул вслед пастушку и крикнул: «Бери, только отстань от меня! Этот паршивый козленок тебе как раз подстать!» Мальчик пошел по дороге, сам не зная куда. А рядом с ним, не отставая, бежал козленок. К вечеру пастушок оказался на противоположном берегу озера, у которого он раньше пас стадо. Утомленный дорогой, он решил переночевать. Набрал сучьев, разжег костер и, подложив узелок под голову, лег спать. Козленок устроился у него в ногах. 2-3 раза за ночь мальчик подбрасывал в костер хворост и спросонья окликал собак «Псоу!», словно еще пас стадо. Проснулся он от утреннего холода. Осмотревшись, увидел, что костер потух. Кругом расположилось хозяйское стадо, и козел-вожак в упор смотрит на него. А козленок, мотая головой, щиплет свежую травку. В этом месте в озеро впадала речка. Пастух пошел вверх по течению, и все стадо двинулось за ним. Так они пришли в горы, откуда вытекала река. Здесь пастух поставил шалаш и продолжил пасти стадо. Прошло несколько лет. Мальчик стал взрослым, женился на девушке из ближнего села и обзавелся семьей. Теперь у него самого были пастухи, но этим пастухам хорошо у него жилось, так как он помнил о своей прежней горькой доле. И все вокруг него были счастливыми. Вот такая сказка. Все вокруг него были счастливыми.